Добрый день, мы в гастробистро «Филе». Мы пришли в гости к его шефу Сергею Волконенкову, чтобы узнать, как сделать язык, обычный язык, говяжий язык, да, значительно вкуснее. Как сделать из него пастрами и как потом использовать эту заготовку сразу в нескольких блюдах. В салате блюдо полноценное, и наше мясо, это мы называем это как мясной нарез. Да. С чего все начинается? Сначала замаринуем язык. Берется язык. Он очищенный или нет? Или не, он еще такой... вот, только прямо. Нужно его сначала будет от слизи, от феклой немножко сухими полотенцами. Давайте замаринуем его. Смыть его не надо. А мы его сейчас... Или он предварительно? Он уже, да. Мы просто вот собралась какая-то слизь, его будем его сушить немножко. Так, далее немножко специи вот приготовил, все, которые подходят. Пастрами. Как вот делают пастрами, в принципе, процесс, в принципе, тот же, но язык. Сейчас мы немножко прогреем косточки, чтобы они дали больше аромата. Кориандр, черный перец, гвоздика, лавровый лист, сахар, соль, чесночный порошок немножко добавим. Специи отдельно все прогреем. Все, сейчас мы наберем немножко воды. Холодный. Будем мариновать его долго. Сколько примерно? Вообще, в хорошем, если вот есть заготовка, так скажем, все пришло и все хватает, то мы маринуем его где-то 4 дня. 4 дня? Да, он тогда получается такой насыщенный, и после приготовления мы его варим в сувиде, на самом деле. Если варить просто в воде, да, немножко другая структура мяса получается. А если варить при низкой температуре, мы варим 70 градусов на 24 часа. И он получается... Сначала 4 дня маринуется, да, потом еще сутки варится. Да. Очень простой рецепт. Да. Так, соль. Я уже все отвесил по грамму. Сахар. Чесночный порошок чуть-чуть. Специи наши погрели. И уже такие более ароматные. Может, понюхать даже. Чуть не обжегся. Особенно гвоздика с корицей. Да, сейчас мы немножко это все дело перемешаем. Почему в холодной воде? Всегда в холодной воде. Привык использовать всегда холодную, не знаю. Вообще в лучшем варианте на самом деле взять, все закинуть, вскипятить и конкретно охладить, тогда получится такой насыщенный, хороший, ровный, да, маринад такой. Так, мед еще добавить надо. Мешать, чтобы так более-менее растворился сахар, соль, мед, все вместе. Все. Кладем в языки. И вот на 4 дня куда? В холодильник? Да. И вот через 5 минут, и на самом деле через 5 дней, вот такой получается язык. 4 дня в маринаде и сутки в сувиде при температуре 70 градусов. 70 градусов. Вот. Теперь коптить, да. Но обязательно после сувида нужно сразу достать горячим и почистить его, да, потому что когда он остынет, его бесполезно чистить. Если мы уже почистили все, тоже во всякой слизи, может что-то осталось, подтереть его немножко. У меня вот есть опилки замоченные из ольхи. На сколько? Ну, вообще минут 40. В лучшем случае, опять же, час, да, но 40 минут я уже проверял, хватает, в принципе, его нормально 40 минут. Я вот, так сказать, немножко перевариваю всегда. Немножко, вот, знаешь, и когда ты его коптишь, он за процессе там обычно градусов 100-120, обычно в паре томате очень часто коптим просто. И он покрывается за счет копчения такой корочкой. Внутри он за счет переварки немножко еще нежнее становится. За счет своей жирности еще, он уже там много жира. Вот наш язык практически готов. Закоптился. Пастрами из языка. Да. Во многих странах не используют горловину, да, вот этого языка. И все, это отход, это отход. Где? Вот это вот? Да. Многие так делают. Сумасшедшие люди. Это тут прям самый-самый, мне кажется. Теперь самое интересное. Сейчас, к счастью, от этого отходит, но вообще в московских, да и вообще в российских ресторанах любят держать вот такое огромное меню.
Да. для которого нужны вот такое огромное количество заготовок. Ну, я считаю, что это ни к чему, на самом деле, да, это должно быть небольшое меню, пусть оно лучше чаще обновляется, и это будет, во-первых, интересно гостям, интересный персонал, который здесь работает, да, он не заигрывается на 2-3 блюдах. Да. Потому что в основном обычно, да, вот в этих огромных меню, как ты сказал, да, а в них 30-40% обычно, ну, так, еле-еле работают. Именно. Поэтому заходишь на кухню и говорят, ой, ну эти 2 позиции у нас всегда вот по 2 позиции, поэтому они... Это у нас Сергей Петрович любит, а он наш постоянный гость. Да. Это дорогие друзья. Ну зачем вот это нужно, я не понимаю. Короче говоря, бистро кухня небольшая, заготовки держать Много нет не надо, смысла. да. И поэтому, чтобы, как говорят повара, продукт быстро проходил или прогонялся, нужно всегда придумывать из, там, например, лосось пришел, сделали из него тартар, сделали из него слабосоленый, язык, вот, прекрасная пастрамя из языка, который готовился 5 суток. Да. Что можно с ним сделать? Да. Его можно нарезать и подать как основное, как оно и чем-то, да, как мы делаем. как оно и как закуска, просто нарезать и подать. Ну да, сочетание с другими соусами или с другим да. мясом каким-то, вину великолепно. Ну да. Второй вариант — это сделать из него основное блюдо. Здесь Сергей делает стейк из из языка мы вырезаем 2-3 кусочка таких и добавляем киноа и делаем яблочный крем. Яблочный крем делаем такой с бадьяном, с корицей, он такой немножко тоже активный. А третий блюдо — салат можно сделать, тоже мы его... Салат, да. Слайсы с него можно нарезать с томатами, с огурцом, с каким-нибудь соусом. Ну и потом, да, поскольку язык все любят, потом можно, когда придет время обновлять меню, придумать что-то еще, потому что продукт довольно пластичный. Да? В конце концов, можно сделать сэндвич с пастрамами из языка. Да, можно сделать сейчас спокойно. На завтраке вот у нас идет сейчас сэндвич с пастрамами по выходным. Поэтому мобильность кухни, я считаю, это круто. И вот салат. Салат с чем? Салат будет листья салата, медовая горчичная заправка такая, томаты, огурец немножко. Это медово-горчичная заправка. Это дижон, горчица и мед. И масло легкое. Ну, заправим немножко всего. Салат с пастрами из говяжьего языка, с соусом из баклажана и черного чеснока. Заправка, которая в листьях и в овощах, она делает немножко ярче, да, а вот этот соус, он делает вкус глубже. Прекрасное сочетание. Что, Игорь, тоже хочешь? Конечно. Что так пахнет? Прекрасная штука. Красота, как она есть. Добра.